Лыжники республики закрыли весенний соревновательный сезон. Как утверждает мой коллега Вячеслав Ильин, свободный стиль гонки и состав эстафетных команд позволили участникам лихо пронестись по последнему снегу. Лыжники республики зимний соревновательный сезон 2021 года проводили стартами открытого первенства столицы республики в эстафетных гонках. И хоть соревнования отнюдь не рейтинговые, без звездных имен, дело не обошлось. Организаторы соревнований, руководство столичной спортшколы имени четырехкратного олимпийского чемпиона Александра Тихонова отошли от классики лыжной эстафеты, сократив до 3 количество этапов. Это позволило принять участие в состязаниях не только чистым лыжникам, но и коллегам по циклическим видам спорта. Так, в составе женского трио хозяек соревнований оказалась серебряный призер прошедшего неделю ранее в Андорре чемпионата мира по зимнему триатлону Ольга Черемисинова. Приглашение случайным не назовешь. Спортивную биографию новоиспеченная триатлонистка, специализирующаяся ныне в маунтенбайке, начинала с занятий в секции лыжных гонок. Правда, наличие опыта и награды планетарного масштаба не помогли команде второй спортшколы попасть в число призеров. Победу одержала дружина второй школы Олимпийского резерва. Впрочем, причина была уважительной. Чисто технически лыжи ехали довольно хорошо. Но палки подвели из-за того, что маленькие лапки, предназначенные для жесткой трассы, здесь они довольно проваливались сильно. Не оттолкнешься. Да. В споре юношей и мужчин в эстафетных гонках 3 по 3 и 3 по 5 километров также обошлось без неожиданностей. В обеих возрастных группах на верхнюю ступень пьедестала почета поднялись воспитанники Республиканского центра зимних видов спорта. Мы рвемся к чему? Необходимо, чтобы у нас было не менее 2 мастеров спорта и где-то порядка 3-4 действующих кандидатов в мастера спорта. Тогда мы можем ставить вопрос о базовом виде спорта, и тогда, наверное, нам будет легче и выезжать, будет, наверное, и легче и финансирование какое-то там достигаться. То есть эта материально-техническая база, она очень большую роль играет на сегодняшний день. Вячеслав Ильин, Вести, Чебоксары.